Иә, кімнар болған деген ол? Кімнар? Чуга кылган улустар кімнар? Персонаждар. Подожди, ты уже начинаешь это все дело или что? Да, мы начали уже. В смысле, ты даже не будешь представлять, кто я такой человек? Тебя не знают, что ли? Меня, может быть, кто-то не знает. Кто-то забыл. Ну как дела у тебя? У меня все хорошо, все прекрасно. А у тебя? Да, тоже неплохо. Чем ты занимаешься в последнее время? Вышла из тени. Ну вот, именно что я была, как сказать, короче, кижи бір зон айттырайдың қайда жүге ырлайын тұрдың, жүге жиде бердің шеңіне дівен. Ханыңды болып тұрайдың, амадырал худа чұртаға да кижінің базанды печендік перерыв, азы туалап жүдері. Time break. Ну, перерыв, творческий перерыв тұран держи. Сколько он длился? 3 года, да? Почти, наверное. Ну, почему в 3 года? Я, короче, после концерта совместного с Борбаной, короче, потом мы гастролировали, это было 2022 год. Ну, получается, да, с апреля 2022 я как бы уже немножко так перестала выходить на сцену большую, короче, и вот. Но, честно говоря, я почему не выходила? Хотела просто отдохнуть, себя поберечь, вот, просто в плане здоровья, вот. Ну, ты же вообще там 24/7 туда-сюда каталась, там, да. выступала. Я помню, ты одна на своей машине сваливала в Ардулрак, выступала и приезжала. Да. Это... Не одна, короче, да, я гастролировала по всей республике на своей тачке, да, на новенькой Skate-Pop Time. Плюс еще мой отчим помогал, мои родные помогали мне, ездили со мной, мама, брат мой. Ну, в общем, вот так и ездили, гастролировали. Это самые лучшие времена, наверное, в моей жизни. А машина? Нет, я уже продала эту машину давно-давно. А что скинула? Легендарная тачка же? Не знаю. Нет, я очень любила эту тачку, но так получилось, что нужно было продать ее. Нужны были мани-мани. Да, мы с мамой поехали с Кулчана, моей сестрой родной, зятем Аржан, его зовут. Поехали в Красноярск. Потом прям я помню, как мы искали, какую машину мне купить. Я думала, какую же взять, то есть подержанную, какую премиум класса. У меня всего лишь был лям, короче. Ну тогда это вообще жестко. Блин, лям был, прикинь. Прикинь, а сейчас такая машина, наверное, 2 стоит. Ты понимаешь, да. вот это вообще жесть. Почти люкс был у меня, все там сиденья были с подогревом. Ну, конечно, кожаного салона, но я не хотела кожаный салон, потому что, я не знаю. Зимой холодно. Вот. Летом жарко. Угу. Ну, в общем, вот так и мы нашли эту машину. Мама такая мне говорит, да зачем тебе подержанная машина нужна? Давай лучше возьмем в салону новенькую, прям кымдамунбанан. Там целлофан, типа, я такая, а я раньше у меня еще Камри, Турган Шагда, премиум класс машиналарынан. И что-то такая думаю, Kia Rio, это же вообще таксидер, еще такая думала постоянно, я буду на такой тачке ездить, что ли. Но потом, когда я увидела ее, она мне так понравилась. Персонаждар. Помнишь, как мы клип твой снимали? Какой? А у тебя много клипов? Я имею в виду Соба Медиа? Да, помню, конечно. Это вообще прикольно. Да, этот клип очень-очень-очень классный. Самый любимый клип в моей жизни. В моей жизни, Дерлен. Ну, самый любимый еще будет впереди, но пока такой, да. Но я прям помню, да, как мы снимали. Прям... Помнишь тогда, когда мы снимали этот клип, у меня же гайморит была. Я вообще страдала же. Еще на льду катались с Чингисом. И так было холодно. Чуть
Демчик еще сказал, что нужно пальто по сюжету. Обязательно пальто. Я уже Чингиса прям покупала же это пальто специально. Он в итоге пальто на Денчика возьмет. Вот почему он пальто хотел. Да потому что больше размера не было срочно. И я не знаю, где было покупать надо было. Но представляешь, взяла самый большой размер. Там и Рез подойдет, посмотрит. Денчик пойдет, посмотрит. А сейчас Дулсарёган, видишь, никого нету. Да блин, мы тут одни. Алло. Прикинь, если тут никого нет, наверное, привидение есть еще. Ты так не пугай. Ты сейчас уйдешь, домой поедешь, а я завтра обратно приду. Может быть, еще пару останусь. Я, короче, с одной подругой что-то снимал тогда здесь. Надо, год или 2 назад. Он районда следующий маленький жесткий. Подружание такая, блин, вообще коргайрдан, так жесткий. Ну реально нигде света нет, там только я должен нервом засветить. Прямо здесь, да? Да. Вообще ни одного источника света, на телефона ранжула. Так карангый, так корнжапа, я сам там в коргайрдан, но виду не подаю. Он нервом сташар, нервом. А может, почему так много собак? Да, это местные, они добренькие. Блин, мне так страшно было. Какую жорду? Ну и в итоге, короче, нервишь машина. Мол, вдруг просто халтер кумсан. И халтер поет, бензин вот этот поет. Еще машина так странно вела, блин. Ну, короче, тоже немножко такие вещи, если вспомнить о страхах. Ты вообще веришь в паранормальные явления? Знаешь, я сейчас живу один в лесу. Это где? На Своротке, чуть дальше. В лесу прям, что ли? Да. И что, один дом, что ли, там есть, только стоит твой? Я последний дом в лесу. И я бы не хотел говорить о паранормальных. Коргунджун, тебе будет страшно, да? Да. Ну, вряд ли страшно, конечно, но иногда так страшновато. Если мы сейчас с тобой наговоримся о страшненьких вещах... Мне говорили, что не нужно бояться этих явлений. Самое страшное это знаешь что? Это реальный человек. Ну, это безусловно правда. Да, потому что привидениями всякими там, но реально угроза может исходить от человека просто. Ну да, это такое. Ну, это не отменяет факт того, что я живу один в лесу. Это очень страшно. А почему тут где-то мама... Я помнишь, с другой стороны мама жила, с другой стороны твоя квартира. Прям... Помнишь, Подожди, а тут где, помнишь, тебя еще снимали? Да, мы рекламу же снимали еще. Вот. Подожди, а у тебя же эта квартира подсоединена была? Ну, Вы закрыли потом? Стену Сделали, сделал, да? продал. Ну, это лес в натуре. Да, ветеранов Парчан рядом. Я далеко не переехал на самом деле. Ну да, недалеко еще, сын. У тебя же там тоже. Да, ветеранов артында. Помнишь, мы с тобой ходили, снимали? Я помню все прекрасно. Мы снимали еще вот этот «Чай, ты сей, чанаш пойду». А нет, мы другую снимали. «Мунгарары емчок, кударары емчок». Орнан. Сақтап ты сабай? Я помню, я снимал тебе вот это и еще... А потом еще нажим обложку снимали. Да. Она красивая, кстати, мне понравилась. Мне очень нравится тоже эта обложка. Дымчик, конечно, там очень вообще вытянул. Да, он же потом красиво так сделал. Дымчик а я вообще талант. на простой фотик уже фотал. Один фотик чан. У нас тогда же не было. Да и сейчас нет у нас фотоаппарата хорошего. Я фотал, он и Дымчик там сделал по красоте. Ну, когда раньше я как бы ты стромен ова медиа, что такое. А потом, когда я поняла, что Авамети это number one, который делает классные видео, там всякие... Вы же не только раньше же вы снимали всякие индиган. Авамедиан. Мы все подряд снимали. Да, реклама, и клипы, и все, ну да, медийные вот эти. И про Туву очень много у нас. Да. Документальных фильмов очень много. Документальные фильмы всякие, да. А потом, когда я поняла, что, короче, вы будете снимать мой клип, ну, согласились, да, снимать РС, там, не знаю, все взялись за видеоклип, я такая счастливая была, боже мой. Я, по-моему, тогда с тобой познакомился, наверное, да? Или чуть раньше, может быть? Нет, мы тогда и познакомились. А, ты еще рекламу уже снимала? Концертка.
Эргит склерограмма. Помните склерограмма какая у нас маленькая была? Говорит, она вообще. Да. Развитие. Подожди, мы познакомились, знаешь, когда, Макс? Мы познакомились, да, тогда, когда мы снимали классный видеоролик для моего концерта. Помнишь? Да. И этот видеоролик тоже всем прям в душу залез. Да, все помнят до сих пор, какой он классный, прям реально самый. Даже Сайзанов говорит, что это был самый лучший видеоролик для концерта. Жалко, что теперь РС нету, Эдемчиков. Ну, покинули нас, что? Да. Тёма Айвасан, в принципе, что нам? Такие талантливые ребята. Да, сейчас там опыта поднаберут, вернут. Да. Ну, надеюсь, төмеге таңды бордың. Кежі қаяда чораштың, қайда чуртқа, қайда хорға төмей. Қайнады барғы төмей тываң эргім боран. Төмей чарық берсінен. Да. Вот я не могу долго находиться нигде. Все равно перш тыважа, чурек дақтайдыр бай. Но в целом домеда кежі қанетта ерге. Деді жанская ерген то. Особенно летом. Летом здесь ништяк. Идеальная жизнь это если жить зимой где-нибудь там. Да. А летом здесь. Персонажтар. Не, что, у пацанов просто есть такое. Тачки, девушки. Тачки и девушки. Вот все, что мне интересно, тачки и девушки, да. Дуже волдер. Ну, мне лично, да. Но я люблю там, знаешь, типа с пацанами посидеть. Но в основном любой интерес у любого пацана, я думаю, тачки и девушки. А что еще надо? А какие девушки? Да, какие по кайфу? Какие по кайфу? Я же не могу говорить так, именно вот такая, именно вот такая, именно такая. Увидел, кайфанул, и все. Это как с машиной. Эх вы, мужики. Значит, только тачки, девки, да? Не, ну в смысле девки? Девушки, а потом уже девушка. Девушка, женщина, бабушка. Жена. Ой, когда же я стану женой? Харно. У меня нет обручального кольца. У меня есть. Это просто печатка. С Тусы возвращался. А почему бы мне не купить себе кольцо? Никогда в жизни не носил ни одно украшение. Ага. Почему бы мне не купить кольцо? Ханды ты удобно? Да, пофигу. Я редко надеваю. У тебя столько татушек, по-моему, меньше было, и ты это сделал. Вот это вообще неделю назад набил. Это что, котенок, что ли? Ниндзя дистрия. Серьезно? Почему именно ниндзя? Прикол чей? Прикол? Ну, прикольно же. Кстати, он на тебя похож немножко. Он специально чисто сам слышал. Да. Мун тошис тозан бештар. Коргуджу. Есть же такие татушки. Почему мун тошис тозан бештар? Ну, год рождения, типа. Ты 95-го года рождения? Блин, ты вообще моллюска. Моллюска сама такая. Мне уже 37 будет скоро, Джонатан. На мне 30. Когда днюшка? Август он да? Август он. Не, чей-то старый августа. Через 1,5 года. Блин, еще 1,5 года. О май гаш. Тебе сейчас 28. Сейчас 28, в августе будет 29. Мне 36. Уже на следующей неделе. Ой, у меня полсу воскресенье. Это уже парно. Ты, кстати же, где-то еще жила долго? Где? Ну, где-то не в России. В Корее. А долго жила? 1 год. Ну, это довольно долго. Да, я училась. И что, как там? Корея – это отдельная тема для меня, честно. Если мы начнем говорить о Корее, я прям все. До утра. До утра можем остаться, да, тут. Ну, в целом я скажу, что это самый тоже такой жизненный опыт пожить в другой, чужой, иностранной стране, да. Вот. Конечно, есть свои плюсы и минусы, вот. Ну, так или иначе, я тоже с таким, прям вспоминаю с теплой душой свои студенческие года, ты же, вот, в Южной Корее. А сейчас от тебя ждать какого-нибудь нового, там, крутого контента, там, новые песни или что-нибудь на подходе? Конечно, это у меня камбэк, понимаешь? После долгого перерыва у меня сейчас реальный камбэк. И песня «Hey Day», надеюсь, всем понравится. Да, она классная. Мне как минимум понравилась. Понравилась?
Это в стиле Аяса Дамдына. Ну, короче, мы вообще с Аясом планируем выпустить наш совместный трек, дуэт. Амбаржа или вы только собираетесь? Собираемся вот выпустить. У нас даже бит уже есть готовый. Вот собираемся. Персонаждар, персонаждар. Ну, короче, когда мы ездили на гастроли, кая хайпер хорыга атлап тургаменан. Алчелан душапче, для вас поет шенгнеш, гигиттарга. Чеки, дешнго хоры, дешнго хоры, ладно, пангидерми, томскну жормен. Короче, что-то, это был тоже полный трэш. Надоел. Такие моменты тоже бывают, да. Он Чок положь-то. Чок пайдал болып тұрған, Это как идешь, там, ну кейдер, а ты людей не знаешь, не помнишь. То же самое. И приходится поддерживать разговор очень. Конечно, в центре, да, хорошо, а ты как? Ты положил дрожь на нас, да? Потом до последнего, ну ладно, там, передавай привет. Я такой, блин, кому? То же самое. Ну, это еще ладно, тут еще выкрутился, а в всяких случаях даже жестко, да? Да, вот. Ой, ты парасынан, короче. Короче, я забыла Томска, же пишет тренинг, Томска же орбе ханья. Апреля хорина сор. Просто какой хорилар есть, трошки синja парамаза, пажа ханья пажа. У Сайзана тоже была такая же ситуация. Ну, когда постоянно в движении, наверное, там да. уже мне пашно. Ну, тем более, это же работа, получается, у вас. Тем более, халдык пейши, вишхонг тшана, там. Да, ты что, какой еще? У нас было так, что мы приезжаем, поем уже этендала, уже сконцы. Но я про это и говорю. Каждый день. Гастроли график всегда так же строится, чтобы, артык расход чудо турбослар. И ты, выжат, и пожим, поэтому, это, думаю, нормально. Люди должны простить. Ну, как там твои планы-то на ближайшее будущее? Ближайшее будущее? Ой, планы какие? Я хочу выпустить альбом новый. Вот. В этом году, скорее всего, в ноябре я буду проводить тоже большой сольный концерт, но только уже юбилейный будет у меня, так как певица Шенгне, да? Шенгне, я же в 2009 году вышла с песней «Ошках парың манармен». Вот. И этой песне уже 15 лет будет в этом году, в августе, короче. И я думаю, что пора бы уже мне со дня этого дебюта, да, «Ошках парың манармен», юбилейный концерт провести. Мои планы. Сейчас удивишься. Үшлеги же арасында полушкун. Накевес ползунзада. Это другая песня, это да? Другая песня. Накевес ползунзада, ырыларга сени ырлай. Вот эта песня. Үшлеги же арасында полушкунда, рулушурган хады берген ышкаш болду. Буступ калганын акшалым болсун досум. Бурун мен кечип алгас чоруй бармен. Персонаждар, персонаждар. Кстати, надо какую... Да, вот я сейчас пойду треки же, да, новые, и обязательно надо снять какой-нибудь клип. Вот так вот. Я думаю, что тоже буду снимать слова медиа, короче. Так что... Увидимся? Да, конечно, чаще будем видеться теперь. Постоянно будут новые песни, и новые, как сегодня мы снимали, вот «Хейде», да, тоже будем снимать. Как вы сказали? Сниппет. Я вообще не люблю это слово. На самом деле, лучше не со мной, я же не снимаю, да. А что у тебя персонажа, да, только? Я только персонажей люблю. I guess so. А давай попробуем то сыграть. Не что да? И под конец. Какую? А за что ты монет про него? Ну, можешь? Я только что играл. Давай еще раз четче. Нет. Да, шындыры. Ой, давай заново. Просто только меня так научили.
Ладно, друзья, сегодня поболтали. К нам вернулась наша подруга, певица, обладательница очаровательного голоса Шене. И мы поговорили о ее камбэке, основная тема. И до свидания. Слово тебе. Ну, мне очень понравился такой формат. Я думаю, что этот подкаст тоже люди посмотрят и, ну, как бы узнают, какой я человек, да? Вот. Я думаю, что, надеюсь, вам понравилось наше видео, наш подкаст. И ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, пожелания. Спасибо, что были с нами. Чуга кылган улустар кымнар, персонаждар